до черных балаклавок, я понял, что, ну да, наверное, я опасность этого дня тоже в каком-то смысле недооценил. Вот. ОМОНом командовал оперативник Штатским, судя по всему, из ГУБОПИК или откуда он там был, может быть, из уголовного розыска, трудно сказать. И, в общем-то, я думаю, они... Ну, я им подвернулся под руку, скажем так. Они давно уже знали, кто я такой, примерно понимали. Я был у них в списках на зачистку в ряду других журналистов. Но вот они решили 7 ноября, я им подвернулся под руку, они меня взяли. Это риск, это абсолютно нормальное явление. Вот. Меня могли схватить через 2 дня после приезда. Могли перед Новым годом. Могли уже в январе или в феврале, если так все затянется у вас. Ну, тут никаких проблем. 7 ноября такой же отличный день, революционный, как и все остальные. Ну и дальше. Задержание, это понятно. Задерживают всех, кого-то отпускают. Все-таки не было такого. Вот я знаю, что задерживают, например, журналистов ТАСС, которые тут у нас работают. Задержали, проверили документы, посмотрели, в каком медиа они работают, и отпускают. В вашем случае, вот все-таки, вот российский обозреватель. И... Я понимал, что по состоянию на ноябрь российский паспорт является до известной степени, ну, если не гарантией безопасности, то, ну, хотя бы, скажем так, гарантией от того, чтобы не переломали ребра прямо там в автобусе. Вот. Конечно, они на мой российский паспорт смотрели с некоторой опаской, вот. Но при всем при этом ни малейших колебаний у них не было. Там относительно суда, относительно моего заключения, конвейер со мной работал так же, как и с любым белорусским протестующим под БЧБ флагом, только что меня зверски не били, да, но правовой произвол, суд был такой же, как у вас. Там, как у любого честного белорусского журналиста и у любого белоруса. Никакой предвзятости в сторону какого-то смягчения я не ощутил. Вот. Камеры были такие же, баланда была такая же. Хамство со стороны коридорных этих дежурных было такое же, как в отношении белорусов. Вот единственное, что ОМОН там не бил дубинками. Ну окей, вот российский паспорт, наверное, это может гарантировать. Не знаю. Вы писали у себя о том, что у вас были очень интересные встречи в течение этих 15 суток в камерах изолятора на Окрестино. Можете поделиться, что особенно, какие встречи с какими людьми особенно запомнились? Ну, изолятор, ну, тюрьма фактически. Ну, кому там место? Там всяким бандитам, грабителям, алкоголикам, бомжам, тунеядцам. Вы кого там встретили? Значит, что нужно в первую очередь понимать? 90%, если не 99%, нынешнего населения и ВСа, и ЦИПа на Окрестино — это так называемые политические. То есть людей, задержанных за обычные административные правонарушения, там вот этих вот всех кухонных боксеров, как их называют, там алкоголиков каких-то, крайне мало. Не просто мало, а крайне мало. По сути дела, милиция держит их там только для того, чтобы они выносили мусор, ну, то есть там они некую такую черную работу делают по обмену на сигареты, да, то есть там необходимый минимум милиции нужен, чтобы там какую-то там санитарию поддерживать. Да, остальные все политические. На моих глазах к нам в камеру уже на ЦИПе завели 2 каких-то бедолаг, у них еще не было приговора, они были... Одного поймали, он пьяно дебоширил на железнодорожном вокзале, другой пьяно дебоширил где-то на Немиде. Который дебоширил на Немиде, он еще и с милицией дрался. Они ему порвали куртку, и он, по его же словам, там, бил их по рукам и по ногам, пытаясь вырваться. Милиционеров, там, патрульную службу. Вот. Они очень переживали, что у них будет с судом. Потом их вывели на суд. Одному дали 2 базовых, второму дали 2 базовых. Мы сидим, и вот ребята с акцией, да, которых задержали за то, что они сшить с флагами, они были в шоке. Мы даже не хотим это осознавать, как это возможно. Он бил милиционеров, и ему 2 базовых. Я шел с флагом и скандировал там патриотические лозунги. Я сижу уже 3-ю 15-ку подряд.
А там, кстати говоря, есть люди, которые сидят там по несколько пятнашек вот этих вот административных подряд. То есть они даже не могут выйти на волю и просто переоформляют продление содержания. То есть вот такая история. Ну, как бы абсолютно точно, как бы ГУВД Мингорисполкома, ну, понимает, кто их главный враг. Это не кухонные боксеры, это вот люди, которые как-то особенно чувствуют острую судьбу страны. Вот они их и сажают. Ну, а кроме вот этих вот двух действительно дебоширов, из тех людей, которые, ну, как мы сейчас называем, и как вы сейчас сказали, политических, кто особенно вам запомнился? Ну, там сидел парень, его зовут Леша, который имел смелость плюнуть в лицо сотруднику там белорусского какого-то пропагандистского телеканала, вот, и, в общем-то, он пережил ряд довольно тяжелые моменты. Его же задерживали уже через ряд дней, после того, как там он плюнул в лицо во время акции сотруднику БТ. Вот, его задерживал Губопик, его били и пытали электрошокером, как он мне рассказывал, всю дорогу, пока он ехал в ОВД от места задержания, от своего дома. Вот, просто втыкали в него электрошокер. Любишь плеваться? Ну вот поплюйся. Любишь плеваться? Будешь еще плеваться? Плюйся. Вот, он стоял на коленях в бусике Губопика, наручниками были стянуты руки, настолько сильно, что потом милиция в РУВД не могла некоторое время открыть ему эти наручники. Да? Я просто видел следы электрошокера у него на руках, я видел у него следы на запястьях от наручников. Мне приходилось в России довольно много быть в наручниках. Я вам скажу, что это нужно постараться так затянуть руки, чтобы через 10 прошло, а до сих пор следы остались, это омертвевшая кожа. Да? Вот. Это был один случай. Ну, там разумеется, он там на камеру извинился перед этим БТшником. Понятное дело, как эти извинения добиваются, выбиваются. Я вам только что объяснил, по сути, как это все выбивается. Вот. На самом деле трудно кого-то выделить. Еще ребята, что меня поразило, это то, что те, кто приезжал с воскресных акций традиционных, они все были крайне измотаны. Потому что стоять 8-9 часов лицом к стене и руки держать на стене, да, как будто вот реально боевиков как артелии, да, вот так, наверное, держат в полиции. Вот. Это тяжело. То есть мне парень рассказывал, я стою 8 часов, там меня один раз следователь дернул там в кабинет, там по-быстрому опросил по уголовному делу, это заняло минут 15. Все остальные эти часы мы стоим, у меня уже там под конец были галлюцинации. Мне уже казалось, что у моего соседа, который стоит со мной рядом, телефон, якобы в руке, он там кому-то что-то пишет, мне уже там слышались какие-то голоса. Ну, то есть это пытка. Вот. И я так понимаю, что минские силовики демонстрируют все больше отмороженность, они медленно, но верно возвращаются к временам вот августа, да, минувшего. Вот что ужасно. Меня еще очень зацепило, там пару фраз вы сказали о женщинах-медиках. Вот все-таки я понимаю, что можно, как-то относиться, как-то вот так вот, как вы рассказываете, там, каким-нибудь там подросткам, там, не подросткам, там, к парням, там, каким-нибудь хипстерам, там, еще там кому-то. Но, скажем, медики, там, или учителя, те вот люди, к которым сами вы когда-то придется обращаться, там, или к которым ходят в школу ваши дети, вот как к ним было отношение? Ой, это было ужасно, да-да-да, это был эпизод, который тоже мне сильно врезался в память. Это был момент моего перевода из ВС на ЦИП. И я увидел в коридоре колонну, колонна, человек, наверное, 7 женщин. Женщины, понимаете, от 50 лет, внешне, по крайней мере. Они стояли лицом к стене. Слава богу, у них хотя бы не были руки ладони на стенках, разрешили держать руки за спину. Вот. Я к ним подошел, меня к ним поставили.
Они оборачиваются, там, ну, одна из них оборачивается, говорит, а вы медики? Нет, я журналист, а мы медики. Почему-то сейчас мы слышали, что говорят, что нас всех поотпускали, нас никого не отпустили, вот мы стоим. Это вот были те самые женщины, которых в субботу задержали в районе полудня на их акции протеста. То есть им даже не дали собраться. Им даже не дали собраться, и всех просто загрузили в РОВД, а потом в ЦИП. Там было пара мужчин, еще был такой седовласый мужик из скорой помощи, он был врач. Еще там был помоложе парень, я не помню его специализацию. А вот остальные женщины, они стояли лицом к стене, никаких там особых для них не было исключений. Потом мы гуськом спокойно пошли в ЦИП, нас развели по камерам. Женщины в женскую, нас там в другую. Такие дела. Расскажите еще немного о условиях в камерах, потому что кто-то приходит и говорит, что ну нормальные, обычные условия там изолятора, другие рассказывают о каких-то ужасах, там отсутствии воды, невозможность сходить в туалет, я уже не говорю про невозможность помыться, о том, что не кормили сутками. У вас как было? Ну, смотрите, да, действительно изолятор. И, наверное, можно сказать, что типа изолятор как изолятор. Да? Но нужно понимать, что вот этот вот изолятор как изолятор, это такое советская фраза, да, это советское представление о норме. Вот. Наверное, в советском представлении о норме все нормально. То, что нет душа, в том числе, я еще раз подчеркну, люди сидят не по 15 суток, а больше. Вот тот же Алексей сидел уже 20-е, и у него было столько же впереди, потому что много протоколов у людей. У меня был парень, елки зеленые, у него было 7 протоколов, ему сидеть 105 суток необходимо. Вот. И в душ не выводили. У них есть такая техническая возможность, что они этого не делают. Посылают там на нехватку времени, еще что-то. Прогулка за 15 дней у меня была одна. Значит, курить в камерах не разрешают. Нужно понимать, что люди, которые курят, для них это действительно физически серьезная проблема. И я не понимаю, почему нельзя курить в камере, в чем прикол, да? В чем необходимость такого решать. Значит, еда, еда там ладно, там баланда, она там есть баланда, вот. Отношения, на ИВС отношения сотрудников чуть лучше, на ЦИПе отношения сотрудников, там среди них было несколько человек нормальных, адекватных, корректных, вежливых милиционеров. Были и такие, на которых я смотрел и понимал, что, наверное, вот они в августе могли избивать людей там лежачих дубинками. Да? То, что вот они сейчас этого не делают, потому что им это строго запретили. Временно, возможно. То есть душа нет, прогулки редчайшие, исключение из правил. Теплая вода то есть, то нет, в одних камерах есть, в других камерах нету, и когда холодает, это является проблемой. Вот. Среди сотрудников, хамье откровенно было. Да, еще заставляют сворачивать матрасы и запрещают днем на них лежать. Я не понимаю, в чем прикол. Это тоже такой лайт, но это тоже давление, да? Радио, работающее громко сутками подряд. Зачем это необходимо? Мы их просим, сделайте радио потише. Они отвечают, нужно же нам с Магаров как-то доставать, да, чтобы вы не расслаблялись. Вот вам радио. Вот такой разговор. Знаете, вот я так слышал сколько раз от российских пропагандистов, идеологов такую вот фразу, там типа «Россия своих не бросает». Правда, потом слышал, что «Сынок, не волнуйся, Родина тебя всегда бросит». Но вот в вашем случае все-таки вы ожидали, что, скажем, там за вас вступится посольство России, что к вам там придет консул, что будут они там требовать вашего освобождения? Было ли вообще что-нибудь вот с российской стороны в вашу защиту? Понимаете, я ничего не ждал от них, потому что весь мой опыт жизни в Российской Федерации научил меня ничего не ждать от Российской Федерации хорошего. И самое лучшее, что может быть от Российской Федерации, это отсутствие вообще любых инициатив, любых действий. Да? Вот я к этому себя готовил. Вот. Но на самом деле тут с консульством сложная история.
Да, они приехали. То есть говорить, что они ничего не делали, это было бы несправедливо. Они приехали, они, судя по всему, вели переговоры с МВД, там, с такими этими всеми миграционными службами. Потом консул меня и мою вот жену и коллегу отвез на своей машине в Смоленск, как раз-таки, ну, замконсула, да, мы с ним достаточно мило поговорили, интеллигентнейший человек, но при этом нужно понимать вот что. Нужно понимать, что по факту российские МИДовские структуры, они работают с МВД в Беларуси, ну не то чтобы в симбиозе, да, но, скажем так, и те, и другие решают одну проблему, да, это выпиливание независимых журналистов с территории Республики Беларусь. Наверное, МВД Беларуси руководствуется лозунгом, ну, как бы, соображениями сохранения режима Лукашенко, а у российских структур другие могут быть соображения, может быть, даже самого высшего гуманистического характера, но по факту результат-то один: меня абсолютно незаконно изгнали из Республики Беларусь. Вручил мне стопку Филькиных грамот, милиция ваша, стопку Филькиных грамот о том, что я там якобы нарушаю, в интересах обеспечения общественного порядка. То есть не дал мне возможности обжаловать все это, не дал мне возможности изучить все это. Просто как бы еще и выдали это за благо для меня. Вот мы вам делаем одолжение. Рвите когти, пока вы добрые. Вот. Понятное дело, что вот все, нет Попкова, там нет Боровской, все, корпункт Бахамедия в Минске зачищен, кому-то этого хорошо. От этого хорошо милиции и господину Лукашенко, больше никому. Вот такая же, вот эту же историю нужно понимать. И скажите, вот все-таки ситуация... Вы сказали в самом начале нашего разговора, что россияне должны знать правду о том, что происходит в Беларуси. Ну вот, а по большому счету, насколько интересна россиянам правда о том, что происходит в Беларуси? И вообще, какое, на ваш взгляд, отношение в России к процессам в Беларуси? Я имею в виду, может быть, тут два аспекта, там, на официальном уровне и на таком вот глубинного российского народа. Ну, смотрите, интерес самый серьезный, ну, тут я скажу честно, что, конечно, в августе он был выше, в августе, только точно, белорусская тема была номер один для россиян, которые хоть чуть-чуть интересуются политикой и в происходящем мире. Вот. Соответственно, сейчас тут снизилось немножко, но сохраняется на довольно высоком уровне. Вот. Отношения, тут есть ряд пластов, да? Отношения государственных структур России, я думаю, они до конца еще сами не определились, хотя уже прошло целых 3 месяца, они до сих пор до конца не определились с тактикой, стратегией поведения, да? Она у них продолжает вырабатываться, продолжает меняться. Они понимают, что Лукашенко плохой партнер для них, он им неудобен, но вот как бы они в сложном положении. При этом они не могут допустить победы Майдана, цветных технологий, там, цветных революций, это еще хуже, чем Лукашенко. Поэтому у них сложно все. Российская оппозиция фактически тотально за Беларусь, за белорусский протест. Да, я почти не знаю случаев, когда это было бы не так. Вот. Говоря белорусы, что интересно, они неплохо разбираются в российской оппозиционной жизни политической. Вот, там в камере много говорят там и о Навальном, там и еще там, о других наших лидерах. Они прямо все мощно в теме. Вот. Значит, молодежь за белорусский протест, потому что Александр Лукашенко у любого человека, молодого, прогрессивного, вызывает в первую очередь эстетическое отторжение, да, этическое отторжение. Но тут тоже вариантов быть не может. С глубинным народом тут сложнее. Глубинный народ, ну, конечно же, есть идиоты, их немало, их, наверное, даже миллионы, которые считают, что нам бы такого, как Лукашенко. Да? Ну, такие есть. Но вместе с тем есть люди, которые видят, да, ведь теперь у бабушек даже есть YouTube, да, дома. Они же видят эти зверства, эти спины посиневшие, которые в августе там
были у этих людей из Окрестина, да. Но нужно быть совсем настолько морально нечистоплотным человеком, чтобы каким-то образом это все оправдать, да, и не быть в шоке. Ну, то есть огромная масса россиян, даже вот простых, была шокирована, да. И я даже думаю, сотрудники полиции, судя по всему, как они себя ведут возле посольства России в Москве, белорусского, возле консульства Беларуси в Питере, они то разгоняют, то не разгоняют, но вот нет вот этой вот жести, которая была в 2014 году, когда ОМОН российский четко себя ассоциировал с Беркутом, с украинским спецназом милиции. Вот. Здесь такого нет. Они до такой степени с ними не солидаризируют. Да? То есть здесь некое такое понимание, да, что стрелять резиновыми пулями из автобуса по прохожим, ну это как бы, да, это на той стороне добра, зла, там, вообще любых моральных норм. То есть в целом большая часть России за вас, я даже так сформулировал. Большая часть России за вас. Мне так кажется. Ну, будем на ваши, так сказать, впечатления опираться. Наш зритель-слушатель пишет вам: Роману привет от сокамерника Валеры. Но без подробностей, я думаю, что вы поймете, от кого. Да, спасибо. Ему тоже привет. Так, Валера, тебе привет от сокамерника Романа. Роман, еще такой вопрос. Много говорят сейчас белорусская пропаганда, представители власти о том, что протест белорусский радикализируется, о том, что, выходят на протест только наркоманы, алкоголики и тунеядцы, мы уже не один раз слышали. Но самое главное, вот ваши впечатления, когда вы смотрели на колонны, которые выходят на акции протеста, какое у вас было впечатление? Есть ли это радикализация? И если есть, то кто радикализируется? Ну, смотрите, не глядя на колонны, не глядя на людей в камерах, у меня не было ощущения, что протест радикализируется. Да, я видел истории, когда люди давали отпор этим бандам из Губа-Пика. Вот. Тут это связано с тем, что, конечно, когда на людей нападают какие-то персонажи в штатском, это действительно бесит, да. ОМОНу сложнее сопротивляться, потому что форма, она легитимизирует это насилие, да, государственное. Когда просто какая-то отморозь в штатском на тебя прыгает, да, ну, защищают себя люди. Но какой-то системной массовой радикализации я не видел. Вот в камере, на самом деле, я там вот общался с десятками людей, один только человек считал, что пора уже себя вести по-другому, пора радикализироваться, делать то и то. Вот. Я там не хочу озвучивать. Остальные все по-прежнему, несмотря на весь тот ужас, который был, они по-прежнему считают, что мирный характер протеста это его сильная сторона. Я не берусь судить, нужна ли радикализация белорусского протеста. Да? Я много общаюсь с украинцами, которые любят там поднимать о себе напоминать в связи с этими подвигами на Евромайдане 2014 года, да, и у них там есть свои претензии к белорусскому протесту по этой части. Вот. Я не знаю, нужна ли белорусскому протесту радикализация. Я россиянин, я иностранец, у меня не может тут быть суждения. Но я точно знаю, что я не вижу радикализации. Вот. Запроса на нее сейчас пока нет. Да, вы россиянин, и тут как бы я и не прошу вас, что вы дали бы какие-нибудь рекомендации, но просто вот вы вспомнили о том, что многие, особенно из-за границы, пишут о том, что да, ваш мирный протест ни к чему не приведет, мирным протестом никогда авторитарные режимы сменить не удавалось, и все это глупости, такие вот бессмысленные хождения по улицам Минска уже 106 дней. Все-таки вот лично ваше мнение, как человека, как обозревателя и, может быть, как в свое время там тоже какого-то активиста российских каких-то течений, скажем так,
Вот ваше впечатление, мирный протест, это то, что сейчас нужно Беларуси? Или вот, ну вот просто ваше впечатление? Я же думаю, вы будете на эту тему какие-то, как обозреватель в своих материалах, мнения высказывать. Ну, с моей точки зрения, ну, окей, с моей точки зрения необходимо выходить и продолжать, выходить, искать какие-то новые форматы, искать новые сценарии поведения, потому что, понятно, репрессивные органы тоже учатся, да, у них уже более-менее пристрелена ситуация в центре города, они там уже умеют себя вести там в районе Стеллы, в районе Немиги, на проспекте Независимости. Может быть, необходимо что-то придумывать новое, быть как дьявольски изобретательными. Да? Ведь я напомню, да вы и знаете лучше меня это, 9, 10, 11 августа, когда силовики устроили войну против людей, да, и я помню, 11 августа вечером уже вот как бы крупных акций не было ни на Пушкинской, ни там еще где-то в центре, тлело по районам. И я был уверен, что протест подавлен. Но потом вышли женщины. Вышли женщины, уже 12-13 число, и это было неожиданно для силовиков. Они не знали, как себя вести с этим. Вот. И это было, то есть, вырвали у них инициативу. Белорусы вырвали у них инициативу. С женским протестом, потом подключились заводы. Они какое-то время не могли понять, как себя вести. Вот нужно все время придумывать что-то, чтобы они не знали, как себя вести. Чтобы у них не было инициативы, чтобы ломать их какие-то шаблоны. Это не обязательно как бы связано с насилием истории. Иногда нужно защищаться, конечно же, там, когда там на тебя нападают просто люди в штатском, которые никак не обозначены, да, когда сейчас там тем более уже, мы знаем, пошли разговоры о тетушках, о каких-то там этих айнзас-группах каких-то во главе с женщинами, там, с Лукашенко приближенными, там, странными всеми этими, да, какими-то спортсменами. От этих, конечно, нужно защищаться, потому что это не часть государства, это отморозки и уголовники, да. Вот от них нужно защищаться, в том числе и физически. Да? Если будет история с тетушками, история с этими парамилитарными формированиями, конечно, им нужно давать отпор. А как еще? Это уголовники. Вот. Милиция, как бы, а уголовников не защищает, поэтому люди сами должны защищаться. Но при всем при этом нужно делать ставку больше на изобретательность, на тотальное какое-то такое тотальное наступление на этот режим на всех экономических фронтах, да, экономический бойкот, там, начиная там, от коммуналки, там, и заканчивая выводом там, денег за рубеж и отказом платить налоги силовикам на дубинки, на светошумовые гранаты, да. Вот такие какие-то вещи, то есть как бы нация должна отвернуться от этого режима, и этот режим должен как бы, терять каждый день, терять там, миллиарды, да, на этом. Я думаю, там рано или поздно у вас все получится. А просто там, знаете, мечтать о каких-то там штурмовиках, которые, громыхая ботинками смерть Лукашенко, ну это такое упрощение ситуации. Значит, это комбинированное действие. Мне так кажется. Ясно. Спасибо большое, Роман. Ну, если верить в то, что, ну, как говорят у нас в последнее время, не сидел ни белорус, то вот вы фактически тут за 15 суток частично белорусизировались. Так что с белорусизацией вас. Спасибо, спасибо. Роман Попков, обозреватель российского МБХ медыа, які 15 суток адбыў за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў журналіста на Акрэсціна. Дзякуй вялікі, дзякуй, Роман, дзякуй усім, слухайце і глядзіце нас.